О главных событиях дня в информационном выпуске Амшек Шара. Здравствуйте. Государственная комиссия по монументальному искусству при Кабинете министров Абхазии объявила открытый международный конкурс на лучший проект памятника первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзенбо, который будет установлен на площади Свободы в Сухуми. Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 1 мая 2020 года. Заседание Госкомиссии по определению лучшего конкурсного проекта состоится 10 мая 2020 года. Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанная с конкурсом, должны направляться на электронный адрес Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия mkra@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 229 75 42. В связи с проведением мероприятий в честь 60-летия со дня рождения первого министра обороны, экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, генерал-лейтенанта, кавалера ордена Леона, героя Абхазии Владимира Аршба, в Кабинете министров Абхазии под председательством премьер-министра Валерия Бганба состоялось совещание Госкомиссии. Решением комиссии 30 мая в Государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится торжественное мероприятие с участием докладчиков из числа коллег и соратников Владимира Георгиевича. Абхазской телерадиокомпании поручено предусмотреть в сетке вещания медиапроекты памяти генерала. Государственная комиссия по организации мероприятий к 60-летию со дня рождения Владимира Аршба создана распоряжением президента Абхазии Рауля Хаджимба 4 мая 2019 года. Согласно распоряжению премьер-министра Абхазии Валерия Бганба, часть средств резервного фонда Кабинета министров направлена на финансирование некоторых мероприятий, среди которых и капитальный ремонт Дворца молодежи в городе Новый Афон. Наша съемочная группа побывала на месте работ. На какой они стадии и каким будет новый отремонтированный Дворец молодежи в Афоне, расскажет Алика Трапш. Площадка, на которой можно провести массу мероприятий культурного и спортивного характера, а также найти интересное занятие. Все это Дворец молодежи в Новом Афоне. Данное здание было возведено еще в 70-х годах прошлого столетия. Здесь проводились различные концерты, фестивали и выставки. Но вот уже порядка 10 лет, как Дворец молодежи не функционирует из-за отсутствия в нем капитального ремонта. Выход из сложившейся ситуации был найден в этом году. Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба средства на реконструкцию были выделены из резервного фонда правительства. Афон не имеет никакой сцены, чтобы, знаете, вот столько желающих дать какие-то концерты, театральные студии у нас в городе есть. Есть желающие, которые с России приехать, выступить для наших горожан, для туристов и тому подобное. У нас не было никакой возможности дать им сцену. Благодаря финансированию с Кабинета министра, премьер-министра и согласия президента выделили половину суммы. По смете здесь 30 миллионов рублей. Выделена половина уже суммы. Я очень надеюсь, наконец-то в городе появится очаг культуры, где будет возможность проводить такие культурные мероприятия. Помимо капитального ремонта, здесь идет и строительство дополнительных площадок. Если ранее во Дворце молодежи был только один концертный зал, то теперь на первом этаже появятся гримерные. На втором планируется разместить детскую библиотеку. Будет здесь и шахматный клуб. По словам председателя отдела по делам молодежи и спорта при администрации Нового Афона Михаила Цкуа, ремонт Дворца молодежи – это долгожданное событие для всех горожан. В Афоне немало детских творческих коллективов, которые вынуждены были заниматься в разных местах. Кроме того, из-за отсутствия концертного зала город вынужден был проводить практически все праздничные мероприятия на импровизированной сцене на стадионе. Это было особенно неудобно в непогоду. И, наконец, проблема нашла свое решение. Слава Богу, что есть площадка, такая значимость, какую несет только положительное развитие морально-духовного, этического среди молодежи, чтобы дети могли где-то проявить свой талант. Сегодня заниматься с детьми на улице, сами понимаете, это невозможно. Мы только в летний курортный сезон проводим какие-то различные мероприятия, праздничные. Это все у нас было на стадионе. На сегодняшний день все идет к тому, что мы сможем приглашать людей со своими различными концертными мероприятиями в город Новый Афон.
Большая часть работ по реконструкции Дворца молодежи в новом Афоне уже проведена. Генеральный подрядчик стройки – Управление капитального строительства Абхазии. Заказан весь необходимый для Дворца молодежи инвентарь. Ремонтные работы планируется завершить к 1 июля. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В селе Тамыша Чемчирского района с участием главы районной администрации Гиви Допуа состоялось собрание жителей села. Односельчане, депутаты Народного собрания парламента Абхазии Аслан Абжания выразили обеспокоенность по поводу состояния его здоровья. Саид Жарсали расскажет подробности. Друзья, родственники и односельчане Аслана Абжания выразили обеспокоенность в связи с внезапным заболеванием депутата Народного собрания парламента Абхазии. Почти все согласны с версией, что Аслан Абжания подвергся внешнему воздействию. Собравшиеся отметили, что соответствующие структуры должны провести проверку по данному факту. Кроме того, жители села Тамыш считают, что если депутаты парламента и представители политических сил обладают какой-либо информацией о возможном отравлении Аслана Абжания, то они должны предоставить ее компетентным органам. Мы еще надеялись, что не настолько серьезна эта вся ситуация, но когда уже нам говорят, что действительно имеет место отравление, ну что после этого нам вам сказать? Дальше, что мы будем строить государство таким методом. Вы прекрасно все помните, на весь мир мы прогремели с этим делом в случае покушения на Анкваба. На весь мир прогремели. Думают, какой-то вывод и что-то сделает кто-то. Нет, продолжается такой же. Это самый настоящий теракт. На собрании также было сказано о том, что проведена экспертиза, согласно которой депутат был отравлен токсичными для здоровья человека тяжелыми металлами, которые в итоге и вызвали у него пневмонию. Как утверждают родственники Аслана Абжания, документы будут переданы руководству страны. Документы есть, материалы есть, пускай занимаются. Я хочу сказать большое спасибо всем за то, что отреагировали. Это касается не только нас, рода абжаневцев. Это касается нашего государства. Это сегодня коснулось нас, но завтра коснется каждого. В завершении встречи собравшимися было решено сделать обращение к парламенту республики с просьбой отсрочить выборы президента Абхазии до выздоровления Аслана Абжания, чтобы у него была возможность принять участие в предстоящей избирательной кампании. Саид Жарсали, Алексей Бастругов, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. В Народном собрании парламента Абхазии состоялась встреча депутатов с министром здравоохранения Тамазом Цахнаки, генеральным прокурором Зурабом Ачбой и председателем службы госбезопасности Абхазии Зурабом Маргани. Народных избранников интересовало, есть ли официальная информация о состоянии здоровья депутата Аслана Абжания, в частности, информация об его диагнозе. Репортаж Ирины Аршба. На прошлой неделе в стенах Народного собрания состоялась аналогичная встреча, на которой депутаты обратились к руководителям Минздрава и правоохранительных структур Абхазии с просьбой разобраться в ситуации с болезнью депутата парламента Аслана Абжания и ответить на вопрос, насколько соответствует действительности высказывания некоторых представителей оппозиционных сил о том, что Аслан Абжания подвергся внешнему воздействию. На сегодняшней встрече депутаты хотели узнать о результатах проделанной руководителями ведомств работе. Министр здравоохранения Тамаз Цахнаки сообщил о том, что ответ на официальный запрос Минздрава Абхазии по поводу диагноза Аслана Абжания получен. В письме министра здравоохранения России Вероники Скворцовой отказано в оглашении диагноза депутата парламента Абхазии, так как диагноз больного составляет врачебную тайну и может быть обнародован только в случае согласия на это близких родственников. Как отмечается в письме, такого согласия нет. В соответствии с нормами статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья, диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которыми они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных
и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 вышеуказанной статьи. Генеральный прокурор Зураб Ачба и его первый заместитель Ишсул Какалия также рассказали о результатах проводимой доследственной проверки. Мы проводим доследственную проверку по факту нахождения депутата парламента Аслана Георгиевича Бжания в лечебном учреждении города Москвы. С этой целью мы собрали необходимый материал, который нам из средств массовой информации, из выступлений отдельных лиц. Официально мы направили международный запрос в Генеральную прокуратуру отдельным поручением. Все, что мы хотели и хотим узнать, в этой части мы написали и отправили Генеральному прокурору. Вот со дня на день мы ждем ответа, потому что мы считаем, что нам необходимо, уже материал у нас есть достаточно накоплен для того, чтобы мы могли уже выехать в город Москва непосредственно со следователями нашими и в присутствии представителей Генеральной прокуратуры России провести необходимые следственные мероприятия. Если вам поступят материалов, которые были взяты анализы, вы отправлены в Германию, вы приложите эти материалы к действию, или же вы будете считать, что это на экспертизу вами не отправлено, и вы несете за это какую-то? Конечно, мы приложим их материалам доследственной проверки, а в последующем, возможно, к материалам уголовного дела. Другое дело, что мы это будем обязательно перепроверять. Нам неизвестно, кто отправил, куда отправил, что отправил. Естественно, будем перепроверять и назначать свою судебно-медицинскую экспертизу по данному факту и потом встречать. Мы пришли к выводу необходимости допросить лиц, по нашему мнению, осведомленных о, скажем так, происходящем. За все это время нам удалось допросить только 2 людей, которые нам сообщили о том, что сопровождавшие Бжания Аслана Георгиевича, Дарсалия и Бжания, также с жалобами на состояние здоровья обратились в лечебное учреждение города Москвы. В соответствующем международном запросе все эти вопросы отражены. Если бы нам удалось допросить большее количество людей, люди являлись бы на наши вызовы, может быть, вопросов в этом запросе было бы больше. Кроме того, в процессе проведения проверки допрашиваемым людям было предложено предоставить представителя своего, адвоката, с тем, чтобы он мог заявлять ходатайство о тех или иных следственных действиях, что впоследствии нас не обвинили в том, что мы кого-то не допросили, кого-то не опросили или что-то сделали не так. По настоящее время ответа по данному вопросу не поступило. Спасибо всем коллегам-депутатам, они к этому отнеслись не с точки зрения, что он собирался пойти кандидатом в президенты, а просто как к человеку. То, что это сделано именно связано с тем, что он собирался, и все это знают, идти в президенты, как бы это очевидно. Я понимаю, что Генеральная прокуратура от меня потребует как бы свидетельства этого доказать. Ну ничего, это мои как бы домыслы. Кроме того, депутатов интересовало состояние здоровья и информация о причинах болезней охранников Аслана Бжания. Как отметил Ишсул Какалия, у сотрудников прокуратуры нет возможности выяснить это, так как этих людей на территории Абхазии нет. По мнению депутатов парламента, правоохранительные структуры республики должны как можно быстрее провести следственные мероприятия и выяснить, был ли отравлен Аслан Бжания. Иначе распространение различных домыслов и слухов может привести к обострению общественно-политической ситуации в стране. Извините за это слово, немедленно выслать вашу группу в Москву и там ждать ответа Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Потому что обстоятельства не терпят отложения. У нас были в практике дела, не требовавшие отлагательств, и Генеральная прокуратура Российской Федерации вникала объективно в эти дела и оказывала существенную поддержку. Я уверен, что и сейчас будет так же. Только нам надо проявить быструю инициативу. Как бы кто ни вертел, общественное мнение сегодня говорит о том, что его устранили. И нужно во что бы то ни стало или доказать его отравление, или опровергнуть его отравление. Это сегодняшней власти надо больше усилий приложить. Это не мы должны вот здесь инициировать. Ирина Аршуба, Алексей Агухава, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Абхазское застолье с его старыми добрыми традициями вот уже 15 лет организовывает предприниматель Руслан Кукускир в селе Дурипш.
Каждый год мероприятие посещают тысячи туристов, а в этом году застолье расширило свои границы и переместилось на несколько дней к нашим ближайшим соседям на Красную Поляну. О том, как восприняли абхазскую традиционную кухню гости знаменитого российского курорта, расскажет Нала Кови. Шашлык, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино красное и белое, абыста, акут, домашние соленья, соки, выступление национального коллектива, дискотека. Все это традиционно ждет туристов в селе Дурипш. На сей раз организаторы вкусной экскурсии по абхазскому застолью решили переехать на несколько дней на Красную Поляну, в знаменитый Горький город. 10-11 мая, 2 дня, на высоте 960 метров над уровнем моря, на фоне южных отрогов главного Кавказского хребта развивались наши флаги, флаги Республики Абхазия. Здесь значит, наши танцоры на сцене зажигательные абхазские танцы танцевали. И все желающие имели возможность отведать нашу национальную кухню. Хозяин застолья Руслан Кукускир лично принимал участие во всем действии. Подходил к туристам, рассказывал о наших обычаях и традиционных блюдах. Сегодня первый день, когда мы организовываем абхазское застолье здесь, на Горький город, на Красной Поляне. Такой опыт у нас в Абхазии. Мы уже много лет занимаемся организацией абхазского застолья. И вот надеемся, здесь тоже этот опыт хорошо будет принят. Здесь на столах у нас мамалыга отварная, фасоль, значит, подлива из алычи, зелень, соленья, ачапа из дикой колючки, белое вино, красное вино. В общем, вот таким образом разные сухофрукты абхазские. Сказать, что гости застолья были в восторге, ничего не сказать. Ведь абхазские национальные блюда на фоне Кавказских гор и свежего высокогорного воздуха были еще вкуснее. Очень вкусно, очень вкусно. Друзья, кавказское застолье – это самое гостеприимное, самое вкусное, что вот, было у меня за последние полгода. И, Руслан, я благодарю за то, что сегодня я могу это вкусить. Зажигательные народные танцы дополнили картину. После вкусного застолья всех так и тянуло присоединиться к абхазским джигитам. Экскурсионный маршрут знаменитого абхазского застолья в селе Дурипш вот уже 15 лет принимает гостей. Теперь проводить подобное мероприятие несколько раз в месяц в сочинском курортном городке станет еще одной доброй традицией, благодаря которой о нашей стране и о ее вкусном и веселом застолье узнают еще больше людей. Нала Кови и Нала Гухава, Абхазское телевидение. Представители общественной благотворительной организации «Кераз» провели пресс-конференцию, на которой рассказали о своей деятельности за 4 года. На данный момент на попечении «Кераза» находится 1000 детей. Как отметил исполнительный директор Кадыр Аргун, 2019 год оказался сложным и для подопечных фонда, и для самой организации. В 2018-2019 годах основное количество обращений приходится на приобретение медикаментов, помощь в обследовании и организации лечения. «Кераз» оказывает содействие в первую очередь детям, далее беременным женщинам, взрослым людям в самых критических ситуациях. В связи с этим, что количество обращений за помощью на организацию лечения возросло в несколько раз, а объемы целевого финансирования «Кераза» со стороны партнеров и меценатов уменьшилось в разы, Кадыр Аргун обратился ко всем небезразличным гражданам оказать любую посильную помощь в этом вопросе. Сегодняшняя наша пресс-конференция является обращением к общественности, к диаспоре, поддержать нас в медицинском направлении. То есть мы хотим бросить клич к нашим согражданам, кому не безразлична судьба подрастающего поколения. Мы хотим обратиться к бизнесменам и к зарубежной диаспоре. Мы с благодарностью примем любую помощь, как натуральную в виде медикаментов, а также и денежные средства на проведение обследования лечения.
Культурно-благотворительный фонд «Ашана» продолжает благотворительную деятельность, направленную на сбор средств на лечение тяжелобольных детей Абхазии. Радует то, что у фонда есть большая поддержка в лице неравнодушных граждан и организаций нашей страны. 15 мая на малой сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоялся благотворительный спектакль «Оскар и розовая дама». 14 писем к Богу. Репортаж Налы Кови. В основе спектакля «Оскар и розовая дама» 14 писем к Богу, пьеса, в которой рассказывается о письмах 10-летнего мальчика Оскара. Их обнаруживает розовая дама, одна из тех дам, одетых в специальную розовую одежду, которые приходят навещать детей в больницу. Благодаря ей, посредством той любви, которая их связывает, мальчик проживает каждый день, как 10 лет жизни. Успевает повзрослеть, полюбить, постареть, испытать все, что суждено каждому человеку в течение жизни, и примириться с неизбежным. Начиная с сегодняшнего дня будешь смотреть на один день, будто он равен 10 годам. Что? 10 годам? Да, один день – это 10 лет. «Оскар и розовая дама» – произведение, не оставляющее равнодушными ни детей, ни взрослых. Может случиться так, что всего лишь одна история позволит сделать открытие. Всего лишь одна повесть заставит глубоко задуматься. Неважно, каким ты придешь на спектакль, важно, каким ты выйдешь. А выйдешь чистым, новым, словно только что родился. И захочется жить каждой клеточкой тела. Представители фонда «Ашана» благодарят всех, кто откликнулся и помог в организации благотворительного спектакля. Все вырученные средства пойдут в фонд «Ашана» на лечение 3 детей с диагнозом ДЦП. Мы благодарим за инициативу проведения благотворительного спектакля режиссера-постановщика Владлену Широкову. Также за поддержку благодарим администрацию драматического театра имени Самсона Чанба и также администрацию Гагарского района за то, что они поддержали эту благотворительную добрую инициативу. И, конечно же, людей, которые сегодня приобрели билеты, поддержали и артистов маленьких, участников этого спектакля, и сам фонд. Спасибо всем огромное, что все инициативы благотворительные поддерживаются нашими гражданами, друзьями, партнерами фонда. Инициатива проведения благотворительного спектакля принадлежит режиссеру Владлене Широковой. По ее словам, дети из театральной студии «Ассоль», которой она руководит, с радостью согласились внести свою лепту в благое дело и полностью выкладывались на репетициях. Второй год существует наша студия актерского мастерства. Это у нас уже второй показ. В прошлом году, именно в этот же период, в мае, мы ставили по Лермонтову «Беллу». В этом году мы ставим по произведению Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и розовая дама». И делаем это в рамках благотворительности, потому что сам рассказ и сама пьеса предполагает именно работать именно вот в рамках благотворительности. Единогласно было принято решение всей труппы, что мы делаем ему благое дело. Завтра у нас показ в Гагаре, и это тоже будет благотворительный спектакль. Малый зал Абхазского драматического театра был переполнен. Маленьким зрителям даже не хватило мест. Это еще раз подтверждает, что благотворительности в Абхазии придают большое значение, и каждый старается помочь по мере своих возможностей. Мы очень любим театр, а сегодня особый день. Сегодня билеты идут на благотворительность, и поэтому нам очень захотелось прийти на этот спектакль. У нас всего в классе 15 человек, и когда мы узнали об этом, мы сразу захотели все прийти сюда. Мы хотим, чтобы все дети, нуждающиеся в помощи, были здоровы. Все вырученные от спектакля средства, это более 50 тысяч рублей, направлены в КБФ «Ашана» на лечение 3 детей с диагнозом ДЦП. Нала Кови, Нала Гухава, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. С 25 по 29 марта в Абхазии проходила предметная олимпиада среди учащихся общеобразовательных школ республики. И вот все испытания позади, и определены победители. Церемония награждения лучших учеников начальных классов состоялась в Сухуме. Репортаж Гугуцы, Иордания. Выявление одаренных школьников, обладающих большим потенциалом, поощрение развития интереса к изучению того или иного предмета – основные цели предметной олимпиады, которую ежегодно проводит Министерство образования и науки Абхазии. Всего в этом году в республиканской олимпиаде участвовали 796 школьников, из них 283 учащихся 4 классов, среди которых 138 победителей и 54 призера. В процентном соотношении победителей Олимпиады к числу участников самое высокое уже 2-й год у учащихся средней школы номер 1 города Сухум.
Из 18 участников 12 победителей и 5 призеров. За ними следуют учащиеся школ города Сухум. Из 108 участников победителями стали 66 и призерами 17. Дальше следуют учащиеся школ Гагрского района. 16 победителей и 4 призеров. Затем следуют учащиеся школ Ачимчирского района. 10 победителей. В рамках Олимпиады школьники проявляли свои знания по абхазскому, русскому, армянскому языкам и математике. Как отметила заместитель министра образования и науки Медея Чингелия, хороший уровень знаний по абхазскому языку и математике показали учащиеся 4 классов. По математике победителями стали 65 школьников, призерами 27, а по абхазскому языку 63 победителя и 12 призеров. Дети были награждены грамотами и памятными подарками. Влада Лагула, Апапе Бжарапе школ, номер 6. Николь Асландия, Апапе Бжарапе школ, номер 6. Среди участников Олимпиады есть и те, кто стал лучшим сразу по 2 предметам. И, безусловно, во всех этих победах велика роль педагогов. Ирина Сергеев Хай, Кама Карбиев Хай. Адыр Рабзеха Сырты, Яраубатский Абызша Губыл Расперки. Свист Шапучка Фяхи Казалайки, Псыфила Фчабила. Ада Евгений Пха, Наски Сарасан. Ада Евгеньевна, Ифдурз. Сарас Яйра, Фергиф Яйру. Как признаются участники Олимпиады, участвовать в таком конкурсе было совсем несложно. К Олимпиаде было готовиться несложно, потому что нас подготавливала учительница Авицбе Анжела Константиновна. Спасибо ей. За значительные успехи в организации совершенствования учебного процесса, формирования интеллектуального развития личности и практическую подготовку учащихся 26 учителей со всех районов республики были награждены грамотами и цветами. Гугут Савардания, Тамас Чековани, Абхазское телевидение. В Гагре завершился 9-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Смотрите репортаж, подготовленный нашими коллегами из Гагра ТВ. Завершился 9-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок первого президента Республики Абхазия Владислава Арзенба. 6 команд в течение недели боролись за главный кубок. В финале встретились футболисты футбольного клуба КСХ Республики Крым и сборная Абхазии. Счет 3-0, и второй год подряд побеждают крымчане. Победителей и призеров награждали дочь первого президента Республики Абхазия Мадина Арзенба, заместитель главы администрации Гагарского района Геннадий Цвижба и организатор турнира Короба Станджан. Конечно, всегда очень приятно, что все всегда заканчивается большим праздником. И самое торжественное в нашем турнире – это церемония награждения. Лучший вратарь Силая Гоча. Впечатления, конечно, очень приятные. Спасибо организаторам турнира. Ребята тоже, сборная Абхазии собралась, что могли, сделали. На будущий год, я думаю, мы постараемся его вернуть сюда, в Абхазию. А так, организаторы и все остальные, все было на высшем уровне. Большое спасибо всем организаторам. И всем ребятам, которые приезжают сюда, всем командам, спасибо большое. Очень приятно приезжать второй раз на этот турнир. Все понравилось, все хорошо приняли. Все устраивает, и надеюсь, что в следующем году также приедем, если пригласят. На юбилейный 10-й турнир. Спасибо Абхазии. Завершился 9-й международный турнир на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. Хочу поблагодарить всем командам, которые приехали. Турнир закончился очень достойно, спокойно, тихо. Команда «Крым» завоевала золотые медали. И после окончания награды всех команд я готовлюсь к 10-му турниру 2020 года. Спасибо всем, до новых встреч! Турнир прошел при поддержке Госкомитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту и благотворительного фонда «Амшен». Впереди 10-й юбилейный турнир, и подготовка к нему уже началась. И в конце выпуска прогноз погоды.
По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается малооблачная, по-летнему жаркая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем 24-29 тепла. Температура морской воды плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Видеть несколько горизонтальных линий на высоте